Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите «Утро Якутии» на Якутия-24 и НВК «Саха». Рада приветствовать вас в нашем эфире в студии Екатерина Винокурова и Руслан Ачиров. Доброе утро! Сегодня 10 февраля, среда. Мы сегодня встречаем вместе с вами это утро и, конечно же, делимся самыми свежими и интересными новостями и событиями. По традиции мы встречаем сегодня утро с нашим фитнес-тренером. Узнаем, что советует доктор, если у вас повышенное давление. Научимся использовать систему платежей и узнаем, где в Мирном можно выучиться на звонаря. Также у нас интересные гости ожидаются. Мы побеседовали с писателем Дмитрием Глуховским о предстоящем тотальном диктанте. А в конце программы в прямом эфире пообщаемся с любителями скандинавской ходьбы из города Мирный. Хотим напомнить, что работаем мы в прямом эфире. И для ваших пожеланий, поздравлений и вопросов у нас работает WhatsApp номер 8 914 273 4488. Пишите и делитесь с нами своим настроением. Да, оставайтесь с нами, в нашей отличной компании, и ваше утро будет, конечно же, бодрым. Буквально несколько дней назад мы смотрели прогноз погоды на предмет того, активированный день сегодня или нет. Было очень холодно, температура была ниже 50 градусов, но сейчас уже все гораздо оптимистичнее, все более интереснее и солнечнее. Но я думаю, нужно уже перейти к цифрам. Катя, что у нас сегодня по погоде? Да, надеюсь, что до следующего года активированных дней больше не будет. Прогноз погоды. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 34, минус 40 градусов. В Заречной группе минус 33, минус 41. В южных минус 19, минус 23 градуса. В Вилюйской группе минус 33, минус 39. В Нижнеленских минус 28, минус 37 градусов. В западных минус 12, минус 26. В Колымы-Дигирской группе минус 15, минус 40 градусов. В Янских минус 30, минус 42. На северо-западе минус 33, минус 39. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 36 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем в городе Якутске ожидается небольшой снег. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Днем температура воздуха составит минус 26, минус 28 градусов. Сумасшедший ритм жизни, экономия времени, каждая секунда, можно сказать, на счету. Но, например, когда вы стоите в очереди, сейчас с развитием всех технологий, соцсетей, можно спокойно зайти в интернет и посмотреть свежие новости. Но ведь некоторые смотрят телевизор дома, чтобы ознакомиться с интересными фильмами и послушать свежие новости. Впереди свежая подборка от нашего коллеги Василия Радченко. Василий, доброе утро. Какие интересные события произошли к этой минуте? Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Наверное, самой интересной новостью на сегодняшнее утро является то, что нашелся мужчина, который в течение 10 лет по собственному желанию собирал свою собственную библиотеку в гараже. Он продолжал традиции своих родителей. Что примечательно, он бывал и в Якутии. Но обо всем по порядку. Минздрав расширил категорию граждан для вакцинации от COVID-19 в рамках календаря прививок. Согласно приказу ведомства, в категорию приоритета первого уровня включены лица в возрасте 60 лет и старше. Также в нее вошли граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 миллион и более. Работники медицинских образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лица, проживающие в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями. К приоритету второго уровня относятся работники организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудники правоохранительных органов и другие. Одной из главных причин роста цен на продукты является динамика валютного курса. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. На правительственном часе в Госдуме, по его словам, первая волна ослабления рубля проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос, и на этот фон наложилась вторая волна. Поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре-декабре. Во-вторых, на ценообразование, по его словам, повлиял рост
рост цен на мировых рынках, а также изменились и прогнозы урожая в некоторых регионах мира. Новые сервисы будут доступны на портале госуслуг в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что в настоящее время граждане могут воспользоваться более чем 400 услугами. Будет введено еще около 170. Также Чернышенко добавил, что в ближайшее время людям будут о них активно рассказывать и ждать обратной связи с пользовательским опытом. Сегодня девятиклассники сдадут собеседование по русскому языку. В Рособорнадзор рассказали о том, что ждет учеников. Ожидается, что он пройдет более чем у 1 400 000 ребят в 70% регионов страны. Оно пройдет в очном формате, в остальных в комбинированном с помощью дистанционных технологий. Участники итогового собеседования должны будут выполнить 4 задания, на каждое из которых отводится в среднем 15 минут. Это чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Для участников собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов процедура может быть увеличена на 30 минут. Сельский краевед устроил библиотеку у себя на заднем дворе. Мужчина из села Иван-Озеро под Читой продолжает традиции литературного чтения, которые ему привили родители. По рассказам Михаила, бывал он и в Якутии. Сейчас во дворе обычного сельского дома настоящая библиотека с книжными полками, деревянным полом и крышей. Помещение не отапливается, но книги всегда в порядке. Они расставлены по сериям. Советская классика, детские рассказы, бульварная проза. Со сбором книг помогают жители. Наши родители любили книги, сами читали, нас приучали. Вот. И появилась мысль, а не сделать ли библиотеку. Вот. И это желание, оно воплотилось буквально лет 6 тому назад, когда я оказался здесь в деревне. Вот. У меня уже были несколько ящиков книг. Вот. Я сделал полочки, разместил. И стал всех просить, говорю, друзья, у кого есть книги, привозите, пожалуйста. И люди повезли, кто по одной, кто по две, кто машинами. Вот. И я постепенно их стал через компьютер забивать, по темам раскладывать. Вот. И в итоге получилось больше 10 тысяч на сегодняшний день. У меня к этой минуте все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Мы продолжаем. Приближается, пожалуй, самый романтичный праздник, 14 февраля, День всех влюбленных, или, как его еще называют, День Святого Валентина. И в преддверии этого праздника мы специально для вас, наши уважаемые телезрители, точнее пары, объявляем конкурс. Да, конкурс мы решили назвать «Фото Валентинка». Чтобы принять в нем участие, сделайте фотопризнание в любви, выложите его в Инстаграм с хэштегом «Утро Якутии». Итоги конкурса будут объявлены уже в эту пятницу в нашем утреннем эфире. Оцениваться будет оригинальность фото Валентинки, а победителей ждут очень приятные призы. Друзья, я думаю, что лучший день – это, конечно же, сегодняшний день. Мы все мечтаем очутиться в прекрасном настроении, поэтому психологи рекомендуют заранее планировать свои действия на день грядущий. Но я, например, очень стремлюсь к этому и заранее готовлю некий такой план, да, у себя в голове, как бы в мыслях. Ну и, к сожалению, как это часто бывает, идеально не проходит никогда. То есть всегда появляются какие-то незапланированные спонтанные действия. дела, да. Да. Катя, а как у тебя обстоят дела с этим? Я тоже стараюсь очень тщательно планировать свой день, но, как говорится, тоже не без спонтанности, да. Но нет предела совершенству. Впрочем, сделать шаг к бодрости можно уже сейчас, сделав утреннюю зарядку. Всем доброе утро! Ну что, начнем нашу зарядку? Первое упражнение у нас присед с выпрыгиванием. Садимся на уровень колена, колени за носок у нас не выходят, спина максимально прямая, держим поясницу в прогибе. Садимся, выпрыгиваем вверх, при этом делаем выдох. Сели, выпрыгнули, сели, выпрыгнули. Выполняем данное упражнение 5 раз. Упражнение номер 2. Дорожка. Делаем 4 шага руками вперед, 4 шага назад. Когда встаем, делаем выдох. Таких упражнений мы выполняем 5 раз.
Упражнение номер 3. Ленивое отжимание. Становимся в упор на прямые руки, полностью ложимся на грудь, на выдохе встаем, выпрямляем руки. И таких упражнений мы выполняем 5 раз. Очень важно не прогибать поясницу и держать спину прямо. Упражнение номер 4. Бегущий человек. Становимся в упор на прямые руки и в прыжке делаем смену ноги, подтягивая колено при этом к груди. На каждом подъеме колена мы делаем выдох. На этом все. Всем хорошего дня! Ну, друзья, мы продолжаем наш утренний эфир и рады приветствовать тех, кто к нам присоединился на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Я думаю, что кто-то из вас сейчас гладит свои вещи утюгом. Почему я заговорил об утюге? Потому что сегодня вы можете поздравить свой утюг с юбилеем. Дело в том, что, да, первое документальное упоминание утюга было ровно 385 лет назад, 10 февраля 1936 года в книге расходов царского двора. Ну, а какие еще знаменательные события произошли 10 февраля? Давайте посмотрим в нашей постоянной рубрике «Даты и события». 10 февраля – День дипломатического работника в России. Ежегодный праздник установили в 2002 году в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел страны. Сегодня один из праздников Организации Объединенных Наций – Всемирный день зернобобовых. Самыми известными из них являются горох, фасоль и чечевица. Среди славянских праздников отмечают День угощения домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. Домовой в народе считался не столько добрым, сколько справедливым. Он не любил ссор, сварливых людей и плохих хозяев. Зато добрые, старательные люди всегда могли рассчитывать на его помощь. По приметам этого дня судили о лете. Ветер предвещал дожди и сырость. 10 февраля 1636 года – день рождения утюга. Точнее, его первое документальное упоминание в книге расходов царского двора. 10 февраля 2006 года найдены саркофаги в долине Царей. После сенсации 1922 года, когда была найдена гробница Тутанхамона, обнаружение в долине Царей нетронутого захоронения с 5 саркофагами стало новым всплеском интереса к сокровищам египетских пирамид. 10 февраля 1890 года родился Борис Пастернак, русский и советский писатель, нобелевский лауреат. В 1915 году в этот же день на свет появился Владимир Зельдин, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. 10 февраля 1938 года родился Георгий Вайнер, советский писатель и журналист, автор известных детективов. Именины в этот день празднуют Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Леонтий, Ольга, Федор и Феодосий. Друзья, в этом году город Якутск был выбран столицей тотального диктанта. 10 апреля в город Якутск приедет автор текста нынешнего тотального диктанта, писатель Дмитрий Глуховский. Автор книг «Метро-2037», «Сумерки», «Текст» и многих других. Как Дмитрий Глуховский отнесся к тому, что главным городом диктанта станет город Якутск? Какие сюрпризы и подводные камни он приготовил для участников диктанта? И почему люди ходят массово писать тотальные диктанты? Накануне наш корреспондент Александр Хавренко связался с Дмитрием Глуховским в Москве и услышал ответы на вопросы. Дмитрий, я рад вас приветствовать. Поздравляю вас и нас с тем, что Якутск стал столицей тотального диктанта. Как вы восприняли эту новость о том, что тотальный диктант пройдет в Якутске? Вы знаете, я не просто воспринял эту новость каким-то образом, а я был одним из тех людей, которые за Якутск голосовал. И, в общем, для меня это не просто какая-то новость, а результат моего приложения воли, моей, значит, какого-то воздействия. Я с удовольствием один раз уже побывал в Якутске, остался под глубоким впечатлением. Это было несколько лет назад. И с тех пор всегда хотел вернуться. Поэтому, когда я узнал, что Якутск является одним из городов-претендентов на то, чтобы провести тотальный диктант у себя, стать столицей тотального диктанта,
я за него голосовал с большим энтузиазмом. Вы так тепло отзываетесь о нашем городе. Скажите, как вы думаете, вот статус столицы тотального диктанта, как повлияет на имидж Якутска? Что он даст имиджу нашего города? Ну, мне кажется, во-первых, что тотальный диктант очень интересная инициатива, и прежде всего она интересна тем, что она идет снизу, а не сверху. То есть это по-настоящему история такая народная, и речь идет о том, что люди сами организуются для того, чтобы, ну, во-первых, не забыть русский язык, во-вторых, для того, чтобы его каким-то образом продвигать, развивать и так далее. И статус столицы тотального диктанта, кроме того, что просто гарантированно обеспечит Якутску очень частое упоминание в федеральных СМИ, поможет, мне кажется, упрочить положение, ну, и русского языка, и русской культуры в Якутске, что немаловажно, потому что республика многонациональная, и русский язык все-таки является одним из таких консолидирующих элементов в ней. Мне лично, я помню, когда я приехал, на меня большое впечатление произвело то, как хорошо и совершенно без каких-либо диалектных моментов, без акцента общаются жители Якутска, якутяне, да, со мной. Практически я слышал тот же самый московский говорок в Якутии, которому я был привычен в Москве, и это на меня произвело, в общем, определенное впечатление, потому что так или иначе, приезжая в столицу национальных республик, ты готов к акцентам каким-то и к каким-то местным жаргонизмам и так далее. А здесь был абсолютно такой столичного уровня русский язык, как мне показалось. И это здорово, это как бы, ну, нужно, мне кажется, и дальше укреплять. И для Якутска в любом случае это будет классный ивент, приезд интересных гостей и попадание в федеральные СМИ. Дмитрий, а когда вот вам предложили стать автором текста для тотального диктанта, как вы восприняли эту новость и что вы для себя решили, каким должен быть этот текст? Я давно слежу за тотальным диктантом, я выступал и диктатором так называемым, то есть дочитывал тексты на каких-то других площадках, написанные другими авторами, в частности Евгением Водолазкиным. И мне, конечно, хотелось тоже однажды попробовать себя в роли автора текста. Поэтому, когда мне предложили, я ни минуты не колебался, сразу ответил согласием. Это, безусловно, здорово. Ну и потом огромное количество людей, 270 тысяч человек в прошлом году, пишут твой текст. Это в любом случае способ пообщаться с такой широкой аудиторией, которая, безусловно, интересна для меня. Требования к тексту были не особенно какие-то сложные. Мне единственное, что попросили дать 5 разных текстов, объединенных общим как бы метасюжетом, но при этом, чтобы каждый из этих текстов был небольшим и самодостаточным, таким герметичным с началом и концом, но при этом, чтобы они все вместе объединялись в какую-то такую более крупную форму, в единый рассказ, в единый сюжет повествования. Это было не очень просто, но я решил, в общем, оттолкнуться от каких-то своих личных экзистенциальных переживаний, от ситуаций, и разговоров, которые у меня там в семье происходили, и буквально по свежим следам недавно испытанных эмоций написал текст такой совершенно личный, во-первых, во-вторых, жизненный, аполитичный, связанный с моими какими-то переживаниями, с переживаниями членов моей семьи. И получилась такая, мне кажется, достаточно трогательная человеческая история. Что касается сложности текста, вопросов, там, знаков препинания и так далее, то я старался особенно не усложнять и не производить впечатление на пишущих своим умением выстраивать сложно подчиненные предложения. Я могу это делать, но мне кажется, это не должно идти в ущерб истории. В дальнейшем, потом, когда филологический совет тотального диктанта работал с моим текстом, они уже какие-то предлагали внести определенные правки в него, в зависимости от тех грамматических правил, которые они хотели проверить, значит, у участников диктанта. Как вы думаете, почему тотальный диктант настолько популярен? 70 тысяч человек изъявляют ежегодно желание его написать.
Слушайте, ну «Тотальный диктант», во-первых, это очень интересная, придуманная культурная инициатива. Его несложно написать. Ты можешь сделать это с друзьями. Ты пишешь тексты под диктовку, которые для тебя создают какие-то интересные, современные, популярные авторы. Это ивент. Это в любом случае возможность каким-то образом и испытать себя, и пообщаться с интересными людьми, и главное приобщиться к тому состоянию, в котором сейчас находится великий и могучий русский язык. То есть это какой-то фан, мне кажется. Люди это делают, потому что это прикольно, это интересно, это не закоснело и не покрылось какой-то шелухой официоза. То есть это живая человеческая низовая инициатива, и прикольно и весело принять в ней участие. Это как флешмоб, по большому счету. Отлично придумано, и поэтому для меня участие в нем кажется чем-то, интересным, веселым и естественным. Ну что ж, мы с нетерпением ждем 10 апреля, когда вы приедете в Якутск и весело его нам зачитаете и проведете. Большое спасибо, Дмитрий, что согласились с нами побеседовать. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Действительно отличное событие ждет город Якутск. Надо будет... Да, уже через месяц. Да, совсем скоро. Но, друзья, мы двигаемся далее. И вот сегодня на плохую память жалуются не только уж пожилые люди, но и молодые. Проблемы с памятью могут начаться из-за стресса, недосыпа, курения или неправильного питания. Специалисты советуют подойти к этому вопросу комплексно, а именно рекомендуют развивать концентрацию, взять физиологию под контроль и больше двигаться, а особенно следить за артериальным давлением. Доброе утро! Сегодня поговорим о профилактике артериальной гипертонии. Профилактика может быть первичной и вторичной. Первичная профилактика направлена на предупреждение развития заболевания артериальной гипертонии и включает в себя комплекс мероприятий, таких как ограничение потребления поваренной соли. Также рекомендуем ограничить потребление алкогольных напитков, пакетированных соков, газированных вод и сладких напитков. Так как курение вызывает стойкое повышение артериального давления, я рекомендую вам отказаться от курения, вести здоровый образ жизни, больше кушать овощей и фруктов, нормализовать свой сон и отдых, больше двигаться на улице, вести аэробные нагрузки, пешие прогулки ежедневно в умеренном, среднем и быстром темпе. А также очень важно правильное питание и снижение массы тела. Установлено, что 1 килограмм повышает давление на 1 миллилитр ртутного столба. Поэтому гипертоникам как никогда очень важно нормализовать свой вес. Рекомендуем больше употреблять продуктов, богатых калием: чернослив, изюм, фасоль, горох, морская капуста, овощи и фрукты, персики, бананы, апельсины, продукты, богатые магнием, бобовые, орехи, арбуз, свекла, морская капуста, черная смородина, продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, растительные масла, морская рыба. Вторичная профилактика артериальной гипертонии проводится у пациентов, у кого установлен диагноз артериальная гипертония. Ее главная цель – избежать таких грозных осложнений, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт. Не прекращайте прием лекарственных препаратов, если даже цифры АД нормализовались. Они нормализовались именно потому, что вы принимаете лекарственные препараты. Приходите на прием к участковому терапевту и будьте здоровы. В Архангельске, в подворье Соловецкого монастыря, действует Академия звонарей, Академия колокольного звона. В этом году самым пожилым студентом там стала 82-летняя жительница Челябинска. А в Мирном, кстати, научиться звонить в колокола тоже можно. О том, где, как и кого учат звонарному делу, узнавала Ксения Исламова. Пожалуй, самая главная сложность, с которой сталкиваются северные звонари – это мороз. Здесь у школьников и у колоколов есть актированные дни. При минус 40 и ниже стараются в колокола не звонить. Ведь колокол может просто не выдержать и расколоться.
В январе на Мирнинскую колокольню Таисия забиралась только единожды. Пока главный звонарь и учитель был в отпуске, 11-летняя девочка при минус 30 отслужила вечернюю литургию. Потом в святыне решили остановить ежедневный звон, пока морозы не спадут. Но заниматься музыкой Таисия не перестала. Для этого в студии есть мини-звонница. На ней отрабатывают технику исполнения. Записаться в школу звонарей может любой желающий. Музыкальное образование не требует. Один раз не в этом городе была, мне разрешили подняться, матушка разрешила подняться на колокольню, она звонила и дала мне позвонить. Мне это очень сильно понравилось. Когда я сюда уже приехала, я узнала, что можно ходить на кружок. Самое сложное для меня – это попасть в ритм. Прям, чтобы начать хорошо и продолжить в том же ритме. Бывает так, что иногда рука начинает затекать. Бывает ты погружаешься в подзвоны, колокола, и у тебя нога благовест, ты забываешь про него. В России все чаще живой звон заменяют электронным. В Мирнинском храме к таким переменам не готовы, но обновили звуковую систему. Теперь услышать колокольный звон и голоса солистов церковного хора можно не только внутри святыни, но и снаружи. Очень важно, очень нужно, очень необходимо. Благодаря акустической системе, которая сейчас установлена в нашей храме, несколько микрофонов на клиросе есть, в алтаре микрофон, на солие, радиомикрофоны есть. Из любой точки храма, любая часть богослужения абсолютно слышна не только в любой части нашего храма, но и на улице, и даже в церковной лавке, и даже в нашем новом приходском доме. Колокола и их звучание – это не просто церковный символ. Считают, колокольный звон исцеляет многие недуги, нормализуется давление и даже проходят головные боли. В целебных свойствах малинового звона Александр убедился лично. Колокольный звон обладает большой антибактерицидным свойством, точнее не колокольный звон, а его вибрация. 4 октавы, которые в диапазоне 4 октав, как колокольный звон, они фактически создают такую вибрацию, что редкая бацилла здесь выживает на колокольне. Когда врачи сказали, что ваша рана будет заживать 6 месяцев, в буквальном смысле после интенсивных тренировок и обучения на колокольном звоне, у меня рана прошла за 2 месяца. Врачи удивились, а я был этому очень рад. Сейчас в Мирном постоянно звонят в колокола 6 прихожан. Среди них Таисия и Егор. Услышать их можно по вторникам и пятницам. А самому попробовать и узнать азы ремесла в гимназии при храме. Ксения Исламова, Алексей Меркулин, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Канадский художник рисует необычные геометрические узоры на заснеженных полях. Для работы мастер использует снегоступы. Пандемия помогла 62-летнему Киму Асмусену найти новое хобби. Бывший директор школы с помощью снегоступов создает узоры на полях. Сначала художник в специальной программе делает эскиз рисунка, а затем воплощает идеи на снегу. В коллекции художника около 20 геометрических рисунков, самый масштабный диаметром 400 метров. Работа мастера недолговечна. Перепады температур портят рисунки, поэтому художнику приходится фиксировать все на фото и на видео. Красота. Действительно, да, очень красиво. Ну, дорогие друзья, мы продолжаем, и далее у нас блок рекламы. Вы смотрите «Утро Якутии», мы продолжаем наш эфир. Для нашей республики, как и для всех дальневосточных регионов, вопрос финансовой доступности особенно актуален. В отдаленных и маленьких населенных пунктах зачастую нет отделений банков, где человек мог бы прийти и отправить перевод родным или близким, или оплатить услугу. Да? Один из способов решения этой проблемы – система быстрых платежей. Далее рассказываем, как она работает. Если раньше переводить деньги родственникам и друзьям можно было обычно в пределах одного банка, то с помощью СПБ появилось гораздо больше возможностей. Мария, фитнес-инструктор, как человек занятой, ценит каждую минуту своего времени. Удобство и преимущества системы быстрых платежей уже оценила. О данной системе я узнала совсем недавно. Очень удобная вещь. Если раньше приходилось отправлять на другие банки клиентам, это занимало
более 3 дней, где-то около 3 дней, то сейчас это вообще очень удобно. Не нужно никуда не выходить, не бегать по терминалам. Для того, чтобы перевести средства из одного банка в другой, необходимо только указать свой номер телефона. Сегодня уже порядка 200 банков работают в этой системе. Чтобы получить доступ к системе быстрых платежей, необходимо установить мобильное приложение банка на смартфон. Единственное, что нужно учесть, что бесплатно можно пересылать до 100 тысяч рублей в месяц. Сверх этого лимита банки вправе брать комиссию. Насколько безопасна система быстрых платежей? Безопасность быстрых платежей обеспечивается как со стороны Банка России, НСПК, так и со стороны банков, участников системы. Двухуровневая система безопасности отвечает всем современным требованиям. Но, как показывает практика, чаще всего мошенники крадут деньги с помощью не высокотехнологичных средств, а воздействуют на жертву как психологи. Поэтому пользователи обязаны помнить, что опасно делиться своими персональными данными. О доверии и востребованности населения платежной системы говорит и тот факт, что за 2 года действия СПБ россияне совершили более 139 миллионов переводов на сумму около 1 триллиона рублей, а количество пользователей достигло 15 миллионов человек. Уяра Филиппова, Роман Савинов, Виктория Федорова. Утро Якутии. Далее нас ждут самые актуальные свежие новости по экономике в нашей постоянной рубрике «Экономика» с Нургуяной Ивановой. Продажи шоколада к 14 февраля выросли втрое. Россияне чаще всего ко Дню Святого Валентина приобретают игрушки и сладости, отмечается в исследовании интернет-ритейлера Wildberries. Объем продаж в денежном выражении ритейлер не раскрывает. Как посчитали в аналитической службе Wildberries, за последние 2 недели, это с 25 января по 7 февраля 2021 года, продажи открыток Валентинок выросли в 30 раз по сравнению с первыми 2 неделями года. Наиболее популярные подарки ко Дню всех влюбленных в России, судя по росту продаж, последние 2 недели сладости и мягкие игрушки. Продажи фигурного шоколада выросли на 190% в штуках, плиточного на 85%. Число заказов мягких игрушек увеличилось на 26%, продажи посуды увеличились на 55%. 46% россиян считают опыт работы в профессии наиболее важным фактором для карьерного роста. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса работа.ру. В опросе приняли участие более 3000 человек старше 18 лет. На 2-м месте трудолюбие и усердие. Этот фактор выбрал 41% респондентов. Еще 40% назвали в качестве важного фактора хорошие отношения с начальством, в то время как 37% считают значимым для карьерного роста уровень компетенции. Регулярное повышение квалификации стало 5-м по популярности фактором. Его выбрал 31% участников опроса. При этом лишь 16% опрошенных считает значимым физическое здоровье и 19% условия труда. В продолжение темы половина россиян стремится к дополнительному заработку в свободное время. К такому выводу пришли эксперты проекта HR Lab. Большинство опрошенных признали, что в 2020 году им пришлось искать дополнительные источники заработка, чтобы сохранить уровень жизни своей семьи. 52% респондентов рассказали, что брали или берут подработку по профессии на вечернее время или выходные дни. 21% предпочитали сократить расходы, а 13% вынуждены были воспользоваться отложенным на черный день. При этом 11% решили монетизировать свои хобби, считая, что совмещают таким образом отдых и заработок, отмечается в исследовании. Основной целью получения дополнительного заработка большинство назвало желание сохранить уровень жизни или даже его улучшить. В опросе приняли участие более 3000 респондентов из всех регионов страны. Это были новости экономики для «Утра Якутии». Выпуск подготовила Нургуяна Иванова. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. На каналах Якутия-24, НВК Саха вы смотрите «Утро Якутии». Мы продолжаем. Далее у нас вновь выпуск самых свежих и актуальных новостей от Василия Радченко.
продолжение экономической темы начался отбор банков-участников программы льготного кредитования проектов в Арктике. В рамках программы конечная ставка по кредиту будет ниже рыночной на полуторный размер ключевой ставки Центробанка. Нижняя же граница установлена на уровне 2% годовых. Ряд резидентов арктической зоны уже проявили интерес к программе. Начальный спрос на льготные кредиты со стороны этих компаний составляет около 2 миллиардов 300 миллионов рублей, отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Инвесторы, претендующие на субсидированные ставки, должны иметь официальный статус резидента арктической зоны Российской Федерации. Они не могут проходить процедуру ликвидации или банкротства, иметь просроченные долги перед федеральным бюджетом. Между тем, перспективные инвестпроекты в Арктике получат господдержку. Постановление правительства скорректировало порядок отбора. Документом вводится новый критерий, а именно реализация инвестпроекта предполагает создание нового производства товаров, работ или услуг или увеличение объемов существующего производства. Глава Якутии Айсен Николаев на совещании рассмотрел итоги финансово-хозяйственной деятельности компании «Газпром Трансгаз Томск» за 2020 год и планы на 2021. Предприятие обеспечивает эксплуатацию более чем 11,5 тысяч километров магистральных газа и нефтепроводов на территории 14 субъектов России. Ежегодно объем транспортируемого газа составляет около 24 миллиардов кубических метров. Предприятие проводит целенаправленную работу по привлечению и трудоустройству местных кадров. В настоящее время в «Газпром Трансгаз Томск» трудоустроено около 1000 человек, постоянно проживающих на территории Якутии. Правительство России рекомендовало регионам содействовать организации фермерских ярмарок в многолюдных местах. Для этого, по мнению членов Кабмина, необходимо выделить удобные места для торговли и продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов, говорится в сообщении. Регионам также рекомендовали обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов. Кроме того, места с наиболее высокой проходимостью необходимо выделить тем, кто продает продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства. Ремонтные работы проведут на 4 улицах в микрорайоне Кангаласы в столице Якутии в этом году. Об этом на встрече с общественниками микрорайона сообщил исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев. Также в рамках трехлетия благоустройства на территории Якутска рассмотрят вопрос строительства спортивных площадок. Кроме того, в текущем году разработают проектно-сметную документацию восстановления спортивного зала «Шахтер». Евгений Григорьев также отметил, что в спортивных залах, кроме микрорайона Кангаласы, нуждаются села Табага, Хатасы, Кельдянцы и Пригородные. Вдобавок, на уровне республиканских властей обсуждается вопрос строительства в Кангаласах суперкампуса для студентов среднеспециальных учебных заведений. «Дарите книги с любовью» – 5-ю общероссийскую акцию начали в Национальной библиотеке Якутии. Ее приурочили к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. До 12 февраля любой желающий может принести книги, журналы и газеты для жителей домов престарелых и инвалидов. Постояльцы остро нуждаются в современной литературе, новых изданиях, журналах. Им их не хватает в библиотеках социальных учреждений. Важно, чтобы книга или журнал были новыми, либо в хорошем состоянии. При этом учебники и справочники не требуются, но охотно принимается художественная литература. Пожилых людей интересует, чтобы мы их время от времени посещали, не забывали. Мы постоянно к ним ходим, литературные обзоры, дистанционное обслуживание, книги художественные, научные литературные журналы, кроссворды, проводим викторины, игры. К этой минуте у меня все. Хорошего вам дня. Спасибо Василию, а мы продолжаем наш эфир. Бомберы, тегеры и райтеры. Именно так называются люди, которые рисуют граффити. Разница между ними в том, что райтеры рисуют абсолютно легально, да, порой на легальных стенах и порой даже на заказ. Те, кто ставит свои росписи, называются тегерами, а рисуют нелегально – бомберы.
Помню, раньше, кстати, в Якутске, да, проходили даже фестивали граффити, и были очень даже интересные, замечательные работы и сами граффитисты, если так можно сказать. Ну что, кстати, Катя, а ты как относишься к граффити? Ну, если граффити украшает стену, а не портит, то это даже совсем неплохо. Ну, а о том, как жители города Нерюнгри относятся к граффити, узнаем в следующем опросе. Вы знаете, я отношусь положительно. Все-таки мы живем в современном мире. Хорошо, если хорошие граффити, красивые, яркие, со смыслом. Но если это граффити достаточно художественно красиво выполнено, то почему бы и нет? Но вообще желательно, конечно, чтобы администрация города выделила определенное место, где профессиональные, ну или заявлено профессиональные граффити могли бы рисовать, и это было бы красиво. Улицы должны украшать яркими, такими, как сказать, воодушевленными картинками, чтобы люди шли и радовались. Ну, с хорошей точки зрения, вот рисунки, это же красиво украшает. Граффити на домах мне очень нравится, но когда они нарисованы красиво, и в них есть смысл. Даже бы хотелось бы, чтобы, например, квартирные дизайнеры появились, которые бы комнату молодого человека могли бы граффити этим обрисовать. Я не очень одобряю это, но так как не все такие, как я, и людям иногда нечем просто заняться, или они так выражают свое искусство и рисуют эти рисунки. Ну да, есть не бессмысленные надписи, но все равно лучше таким не заниматься, потому что могут оштрафовать полиция. Почему бы нет? Такое искусство хорошее, вот, завораживает. Ну, если это качественно, красиво выполнено и эстетически оформлено, то очень даже положительно. Но если с разрешения хозяина дома. Доброе утро, мы продолжаем, и сейчас с нами на прямой связи наша коллега Марфирина Алексеева. Сейчас она находится в парке отдыха города Мирный с любителями скандинавской ходьбы. Марфирина, доброе утро, как слышно? Доброе утро, Катерина, Руслан. Сегодня мы находимся в парке города Мирного. Сегодня температура минус 26 градусов. Это уже потепление по сравнению с прошлой неделей. В парке города Мирного, помимо того, что здесь очень пейзажно, также имеется специальная аллея для спортсменов, велосипедистов, бегунов, а также скандинавской ходьбы. Вот о последнем как раз-таки пойдет речь. Сегодня с нами в гости в эфире Людмила Николаевна и Екатерина Николаевна. Они уже более 10 лет занимаются скандинавской ходьбой, и сегодня нам скажут о плюсах этого вида спорта. Расскажите, пожалуйста, сколько лет, как активно вы занимаетесь зимой? Это круглогодичный у вас спорт или как-то только зимой? И какие плюсы для здоровья в основном, да, имеются от такого вида спорта? Да, мы занимаемся более 10 лет. Но занимались в зале, а спортивной ходьбой стабильно занимаемся вот сейчас в связи с обстановкой в городе, гриппом. Вот, занимаемся стабильно. В зале мы занимались 3 дня в неделю стабильно, с 11 до часа. Скажите, какая польза для здоровья, какие противопоказания имеются? Ну, польза для здоровья, движение – это жизнь. Это все знают об этом. Лежать на диване ничего не вылежишь. Конец у всех одинаковый. Ну, а противопоказаний, как я говорю, диван, холодильник, унитаз. Все. То есть наша лень, которая родилась прежде нас. Особенно какая нагрузка идет в теле? Какие пользы на вашем примере? В скандинавской ходьбе очень хорошо нагрузка идет на все мышцы, поскольку работают ноги, плечевой сустав, позвоночник. Очень хорошо. И небольшая такая нагрузка, посильная. То есть можно ходить быстро, можно ходить чуть медленнее, кому как комфортно. Это очень важно. Расскажите, я знаю, что скандинавская ходьба в Мирном очень актуальна. Да, расскажите о своем распорядке, сколько вас в группе человек, и пригласите еще кого-нибудь. Хорошо. Доброе утро всем. Мы ветераны клуба «Арчи» и ветераны клуба «Здоровье». С удовольствием занимаемся в зале, в парке. Конечно, нас очень много, но сегодня пришли не все. Всех приглашаем в нашу группу «Здоровье». Всем здоровья крепкого. Несмотря на морозы, на холода, занимайтесь. Спасибо большое. Вот такие замечательные у нас гости, скандинавская ходьба. Присоединяйтесь. Я обращаюсь к студии, даю слово коллегам. Марфирина, скажите, а вы сами поделитесь своими впечатлениями. Зарядились ли вы сегодня энергией?
Ну, погода на сегодня минус 26 градусов. Очень бодрое такое утро. И как можно заметить, что бодрое утро – залог успешного дня. Поэтому действительно, как минимум, бодрость у меня сегодня есть. Несмотря на то, что темно, очень хорошее настроение. Я зарядилась. Всем желаю крепкого здоровья. На этом у меня все. Передаю слово коллегам. Что ж, спасибо, Марфирина. Держите себя в форме и вы, будьте здоровы. Забота о себе, поиск вдохновения, порядок в доме. Ищите советы в нашей рубрике «Полезные советы». Одна из частых проблем в офисе – провода от зарядных устройств. Они постоянно падают на пол, на них могут наступить, наехать колесиком офисного кресла или уборщица пройдется по ним грязной тряпкой. Решить эту проблему можно при помощи обычного зажима для бумаг. Установите его на край стола, и ваши провода будут зафиксированы. Бывает, что во время совещания вдруг понадобилась доска для заметок, а ее нет. Решить эту проблему можно при помощи обычной пищевой пленки. Она легко клеится на стену, на ней удобно писать маркером, а когда совещание закончено, импровизированную доску можно убрать одним движением руки. Крошки, пыль, ворсинки и прочий мусор – все это месяцами и годами скапливается под кнопками офисной клавиатуры. Для того, чтобы быстро и незатратно почистить клавиатуру, достаточно взять обычные офисные стикеры. Соединяем две полоски клеящей поверхностью друг к другу, отгибаем клейкие концы, и у нас получается подобие колышка. Им проводим между клавиш. Крупный мусор вычищается, а мелкая пыль и ворсинки липнут к стикерам. В историческом парке «Россия. Моя история» открылась уникальная мультимедийная выставка архивных документов без срока давности. Подобные выставки одновременно открылись в 63 регионах страны. Теперь и у жителей Якутии появилась возможность увидеть уникальные документы. Да, какие документы представлены и чем они интересны современному зрителю, мы спросим у нашего утреннего гостя, экскурсовода исторического парка «Россия. Моя история» Сергея Николаева. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Выставка всероссийская. Что увидят посетители? В первую очередь они увидят около 7 тысяч документов из российских государственных архивов, которые посвящены преступлениям нацистов против советских граждан. То есть также у нас представлены кинофотодокументы, посвященные данной теме, то есть как уводили людей, например, в рабство в Германию, например, как расстреливали разного рода нацистские группы, мирное население и еже подобное. А какие уникальные документы военного времени будут представлены на выставке? Ну, в первую очередь, мы же говорим про преступления нацистов, да? И надо понимать то, что это происходило каждый день. То есть каждый день нацистские группы, разного рода военные части и еже подобные убивали мирное население, уводили его в рабство, всячески над ними издевались, и мы хотели передать дух этого времени. И в первую очередь у нас это разного рода фотографии, которые делали сами нацисты, либо когда, например, брали и во время Нюрнбергского процесса показывали, что стало, например, с людьми после того, как их уводили в рабство, как их морили голодом и еже подобное. Вот примерно так. Поэтому мы хотели передать дух этого времени. А какие-то интересные страницы истории будут раскрыты на выставке? Само собой, потому что сейчас тенденция времени идет все дальше, то что Вторая мировая война, Великая Отечественная война, у нас все дальше и дальше, по хронологии они уходят. И, соответственно, мы хотим показать, особенно молодому поколению, о том, что у нас в свое время творились такие страшные вещи, то что нацисты у нас убивали людей. И очень вообще такая тенденция идет, то, что люди про это начинают забывать. Люди начинают забывать, и то, что молодежь особенно забывает про это, им это неинтересно. И мы хотим показать, что в свое время такие вещи творились, чтобы люди знали и помнили об этом. И данная выставка вообще, она служит именно этой цели. Ну и если говорить про более такую возвышенную цель, мы хотим, чтобы люди не забывали и чтобы такого в будущем еще не повторялось. Вот вы, кстати, упомянули молодежь. Да? Для современной молодежи будет ли полезна выставка и как долго она будет работать? Она будет у нас работать с 28 до 28 февраля. Она у нас является, скажем так, передвижной, так что она будет в дальнейшем еще у нас представлена в других регионах Якутии. Если говорить про молодежь, то, конечно, это им будет интересно, потому что они с таким уже не часто сталкиваются, и, соответственно,
я думаю, им будет впервые, если они это все увидят, для них это все будет довольно-таки интересно. А какие сроки, когда можно будет, в какое время, до какого числа посетить выставку? До 28 февраля, вот у нас 8 февраля начала работать, а если говорить именно по дням недели, то у нас музейный комплекс работает со среды по воскресенье. То есть приходите, будет интересно. У нас представлены не только вот данная выставка, также у нас есть мультимедийные выставки, посвященные по всей истории России. Да, кстати, может быть, про них поподробнее. Какие еще вот дополнительные экспозиции можно увидеть в музее? Да, что можно посмотреть? На данный момент у нас еще представлены 4 выставки, мультимедийные выставки. Это у нас Романовы, Рюриковичи, давайте по хронологии пойдем. Рюриковичи, Романовы, память поколений и также современность, то есть вторая половина 20 века. И наша, скажем так, небольшая часть 21-го. Вот примерно так. Скажите, вы профессиональный экскурсовод? Вы можете нам что-нибудь тогда? Вот, я думаю, вы много информации знаете, да, но вот есть, скорее всего, интересные какие-то факты, которые вы вот с удовольствием рассказываете, да, допустим, посетителям музея. Можете с нами поделиться, может, какие-то, не обязательно по данной выставке, а вообще. Да, и что вообще интересует современного посетителя? Современного посетителя, по большей части, либо у нас делится в основном, это из своей практики я лично беру. Люди, которые приходят в наш парк, гости, они делятся обычно на 2 типа. То есть те люди, которые уже знают, например, историю, но они хотят, например, обновить знания. Обновить знания, вот снова ими насытиться и, скажем так, вспомнить былое время. И второй вид у нас посетителей. Это у нас люди, которые не совсем хорошо знакомы с историей, и они хотят вообще узнать, что было раньше. И вот из интересных фактов, например, можно... В каждом, например, периоде у нас есть интересные факты. Например, вы знаете вот Алексея Михайловича Тишайшего. Есть это у нас русский царь. И думаете, почему его назвали Тишайшим? Тишайший. Тишайший, да. То есть сам он был тихий, может быть, спокойный, шепотом разговаривал? Не совсем. Он не только очень тихо разговаривал. Он был тихим, но его все прекрасно слышали. То есть это говорит о его авторитете, то, что, несмотря на то, как он тихо говорил, все, например, его, скажем так, придворные очень внимательно его слушали и не давали никому, например, перебивать царя, потому что... Интересно. Это как крестный отец, получается, это такой тихо, размеренно, и все должны слышать. Да. Интересно. Сергей, нет, вы хотели что-то спросить? Сергей, мы знаем, что музей «Россия. Моя история» организует какой-то совместный проект кулинарный, да? Да. Что это за проект и какие у него на сегодня цели? Это у нас зимний рецепт у нас. Такая рубрика у нас есть, в Инстаграме ведется и в Ютубе. Если говорить про нее, то у нас, скажем так, специалисты пытаются создать такие блюда, либо они из архивных тех самых материалов, из книг узнают про очень необычные рецепты, которые готовились у нас на территории Якутии, из местных, скажем так, ингредиентов. То есть это у нас, в первую очередь, это жеребятина, говядина, разного рода рыба, вот из овощных таких у нас дикий лук, например, такой произрастает, и они хотят передать этим самым специфику, скажем так, кухни республики. Здорово. Да. Здорово. Сергей, огромное вам спасибо за столь познавательную беседу этим утром. Отличного вам дня, плодотворной работы. И приглашаем всех на выставку. Спасибо вам. Я думаю, обязательно надо посетить. Спасибо большое. А российские студенты возвращаются с дистанционки. Правда, до полной отмены всех ограничений пока еще далеко. На занятиях придется соблюдать дистанцию и сидеть в масках. А на входе продолжат измерять температуру. Если заболеваемость начнет расти, чиновники не исключают повторный уход на удаленку. С одной стороны, конечно, радует то, что постепенно ограничения снимаются. Если тут на секундочку уже более года мир живет в условиях пандемии. Да, будем надеяться, что дистанционное обучение никак не повлияет на знания студентов, и они нагонят все знания. А далее у нас в программе «События спорта».
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обсудит возможность возобновления карьеры с главой промоушена Даной Уайтом. Российский боец заявил об этом накануне. Известно, что встреча должна пройти в Лас-Вегасе в конце февраля. Ранее Уайт неоднократно говорил о том, что не исключает возвращение россиянина. Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гейджи в титульном поединке. Свое решение он объяснил обещанием матери. На профессиональном уровне в активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. Даниил Медведев возглавил чемпионскую гонку Ассоциации теннисистов-профессионалов. Рейтинг был опубликован на официальном сайте организации. Россиянин лидирует, имея в активе 500 очков. Следом идет итальянец Маттео Береттини, у которого 315 баллов. Тройку лидеров замыкает еще один представитель России Андрей Рублев. На его счету 310 пунктов. Чемпионская гонка Ассоциации формируется на основе выступлений в текущем сезоне. Лучшие теннисисты по итогам гонки примут участие в итоговом турнире ATP, который пройдет в середине ноября в Турине. Отметим, что Медведев является действующим победителем данных соревнований. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук признан лучшим игроком Аталанты минувшего месяца по версии болельщиков. В борьбе за это звание он опередил защитника бергамасков Кристиана Ромеро, набрав более 80% голосов. В январе Миранчук провел 8 официальных матчей, в которых отметился 2 взятиями ворот. Всего в текущем сезоне на счету полузащитника 4 забитых мяча в 16 матчах. Аталанта в таблице чемпионата Италии после 21-го тура идет на 7-й строке, имея на счету 37 очков. Перейдем к событиям нашего региона. Полина Иудина стала победительницей всероссийского турнира по дзюдо. Соревнования, участие в которых приняло порядка 600 спортсменов, прошли в Красноярске. Якутянка первенствовала в весовой категории до 70 килограммов. В общей сложности Иудина провела 5 схваток. В финале турнира она выиграла у Дарьи Ждановой из Хакасии. Благодаря этой победе якутская дзюдоистка вошла в состав сборной России до 18 лет и уже в ближайшее время представит страну на международных стартах. Сборная Якутии по настольному теннису завоевала 7 медалей на первенстве Дальневосточного федерального округа, которое завершилось в Приморском крае. Республику на этом старте представили 10 спортсменов не старше 19 лет под руководством тренеров Аркадия Иванова и Василия Румянцева. В активе якутян 1 золотая, 4 бронзовые и 2 серебряные награды. На высшую ступень пьедестала взошел Владимир Кривошапкин, выступавший в одиночном разряде. Отметим, что эта победа гарантировала якутянину участие в первенстве России. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Вы смотрите «Утро Якутии». Хотим напомнить вам, что в начале нашего эфира сегодня мы объявили о конкурсе в преддверии Дня Святого Валентина. 14 февраля вам нужно сделать фото-валентинку, самую оригинальную. Будем оценивать ее. Да, мы общими усилиями и уже буквально в пятницу объявим победителя. Самое главное вам сделать фотопризнание и поставить хэштег «Утро Якутии». В общем, участвуйте, будут призы. Обязательно, да. На этом мы с вами прощаемся. Отличного вам дня. Пока.